Мыслить всегда надо глобально, а вот действовать всегда приходится локально, потому что у человека не так много сил и возможностей, и когда он может что-то сделать, он должен приложить это в совершенно конкретное локальное место для того, чтобы произошли какие-то изменения. Я родился в семье вообще-то шахтера. Мой отец горный инженер по электрооборудованию в шахтах, долгое время проработал в Горловке, на Донбассе. И когда сейчас он видит по телевизору эти разрушения и военные действия в тех местах, где провел свои молодые годы молодым специалистом, куда он направился по распределению, я вижу, как ему это больно все это видеть. Впоследствии вот отец уже вернулся в Абхазию, работал в научных учреждениях. Они особого типа были, так называемые почтовые ящики, очень секретные. Это ЦНИ «Гидроприбор» и еще другое учреждение «Касатка». Они занимались исследованием моря. Мама, домохозяйка, она занималась только нами, нас вот трое. И вот всю жизнь она посвятила тем, что методично, значит, добивалась того, чтобы мы получили хорошее образование. Я могу сказать, что в принципе вот мое отношение к природе, оно выработалось благодаря большей части воздействий моих, к сожалению, уже ушедших обоих братьев отца. Они охотники, причем воспитанные в таком традиционном абхазском понимании охоты. И они, собственно говоря, привили особую любовь и отношение. И именно, несмотря на то, что это охота, какое-то такое бережное, трепетное отношение к природе, ко всему живому. Ну и достаточно рано, уже где-то к 6 классу, я уже точно знал, что я хочу стать биологом, и уже методично себя готовил к тому, чтобы, так сказать, заниматься биологией в будущем. И когда закончил школу, я уже, так сказать, целенаправленно двинулся поступать на биологический факультет. Кстати, в те времена такого, в общем-то, я не припомню, чтобы кто-то, так сказать, особо смеялся над моим выбором. Тем более, что биология в те времена, она была достаточно востребованной. Например, конкурс на биологический факультет моего родного Саратовского университета составлял 8 человек на место. Будучи старшеклассниками, мы ходили на танцы на курорт. Но туда попасть было невозможно. Пицунда вообще-то был закрытый курорт, туда посторонних не пускали. И мы пробирались обычно через рощу, чтобы добраться, значит, в курзал, где проходили танцы. Но добравшись туда и проникнув внутрь, за нами тоже там устраивали облавы, охоты, значит, и
старшеклассников вылавливали и отправляли, значит, в отделение милиции. Но все-таки были какие-то, так сказать, развлечения. Сейчас просто трудно даже себе представить, как могли выглядеть, значит, эти увлекательные, так сказать, приключения молодых людей, которые, так сказать, хотят потанцевать на дискотеке. Хотя тогда их дискотеками никто не называл, это были просто танцы. Но в студенческие годы я успевал заниматься и научной студенческой работой. И, кроме того, я был директором университетской дискотеки. А дискотека эта университетская, она очень была известна в Поволжье. И главное занятие, так сказать, это не только было, так сказать, танцевать, потому что с идеологической точки зрения просто танцы, они были, так сказать, для молодежи недопустимы, поэтому дискотека представляла собой такую вот смесь идеологической, пропагандистской, познавательной, значит, в такой, значит, обертке из этих вот интересных своего времени необходимых материалов с развлечением. Кстати, у нас неплохо получилось, и я даже был награжден грамотой ЦК комсомола за подписью Бориса Николаевича Пастухова, значит, тогдашним, значит, руководителем комсомола в Советском Союзе. Это был такой мой студенческий, так сказать, опыт менеджмента, потому что дискотека представляла собой, значит, творческую часть, те, которые, значит, собирали музыку, готовили, значит, программы музыкальные, художники, которые рисовали плакаты, значит, выпускающая группа, значит, те, которые делали специальные программы, там, связанные с художниками, с композиторами, с встречи с интересными людьми. И, значит, это была дружина, которая охраняла кафе в период, потому что попасть туда было очень трудно, и нужно было, так сказать, все это и переносить, эту всю аппаратуру из клуба студенческого. То есть это был такой коллектив, почти 30 с лишним человек, которым нужно было управляться. Это был мой первый опыт такой вот серьезной управленческой работы, и я до 5-го курса занимался, значит, помимо всего прочего, еще и, так сказать, руководил дискотекой Саратовского государственного университета почти 1,5 года. То, что касается питерского периода, да, ленинградского периода, ну, я как-то могу себе позволить фамильярно, так сказать, Питер, потому что я прожил там 4 года, и это были самые напряженные годы работы, потому что аспирантура – это не просто учеба, и мне предстояло за эти, значит, 3 года аспирантуры, потом еще 1 год, потраченный на подготовку диссертации, фактически освоить ранее для себя абсолютно неизвестные, так сказать, только краем едва, так сказать, знакомую сферу, которая касалась систематики паразитических перепончатокрылых насекомых. И усилия потребовались очень серьезные, и настолько серьезные, что порой было даже, так сказать, трудно как-то даже представить, как это все можно выдержать. За всю историю зоологического института Академии наук СССР и сейчас нынешней Российской академии ни одного абхазца в зоологическом институте не училось. А это очень такая основательная академическая среда. И, естественно, однажды попав в нее, для любого абхаза всегда есть такой элемент. Вот когда в следующий раз эти люди столкнутся с абхазом, поэтому оставить какое-то особое впечатление, потому что через тебя воспринимается и народ.
И это важная миссия, которую вообще-то каждый абхаз сегодня должен так или иначе нести. У него другого выбора нет, потому что это только так кажется, что вот эта имиджевая сторона, она как бы не очень серьезная. Это на самом деле не так, потому что это ресурс. И это ресурс, который остается будущим поколениям. Представления о своем народе, которые сформированы за пределами нашей страны, если они положительные, они работают на страну, они работают на будущее поколение. Это может быть куда гораздо более дороже, нежели чем, собственно, капитал в материальном его виде. И в определенном смысле мне удалось выполнить какую-то эту задачу, ну, в возможном ее варианте. Я за это время учебы в аспирантуре, работы над своей диссертацией описал больше 30 новых видов для науки. Это был и японский материал, это был Дальний Восток, и Монголия, и Средняя Азия. А Кавказ я вообще исходил пешком сам лично, с большим сачком, значит, переходя через перевалы, собирал этот материал. Человек науки открывает новое знание, и когда ему удалось хотя бы однажды в жизни внести в копилку человеческого знания хоть небольшой элемент, который ранее не был известен, для него, человека, который это сделал, это такое сильнодействующее средство, что он вновь и вновь пытается повторить это, потому что ничего большего в удовольствии открытия вообще-то на самом деле, наверное, и не существует. И да, это в определенном смысле, да, своего рода такой, так сказать, наркотик. Вообще-то он на мозг действует именно таким образом. Опыт получился гигантский, потому что 20 лет беспрерывной работы на одном месте, это дало возможность, во-первых, сформировать уникальный коллектив. Я не могу сказать, что решены были многие задачи, но во всяком случае главная задача, которая выглядела как создание бюрократической конструкции, призванной управлять охраной окружающей средой, она была создана. И это несмотря на то, что финансирование этой сферы всегда шло по самому остаточному принципу, и поэтому каких-то величайших, так сказать, достижений было трудно ожидать, но во всяком случае то, что возможно было сделать в этих условиях, это было сделано. Я ушел, конечно, по доброй воле, самостоятельно, так сказать, никто меня, так сказать, не теснил в этом плане. Были даже предложения остаться, но главной причиной, по которой, так сказать, я оставил свою должность, заключалась в том, что, значит, за время работы сначала стало понятно, что сама бюрократическая конструкция работать сама по себе оторвана не может. Она должна иметь под собой изыскательскую, исследовательскую конструкцию, которая бы могла бы обеспечивать ее необходимым фактическим материалом. Был предложен вариант, значит, создания исследовательского учреждения как Институт экологии в системе Академии наук. Это предложение было принято правительством, и оно было поддержано Академией наук. И в 2012 году был создан научно-исследовательский институт, Институт экологии Академии наук Абхазии. Огромное число пожаров. Это выбрасывающиеся, так сказать, в атмосферу верхние слои, копоть, которая где-то все равно оседает. Это могут быть снежники, это может быть вообще очень дальний перенос. Помимо этого, если это промышленно развитый регион,
любое нанесение военными средствами ударов по промышленному объекту – это экологическая катастрофа, потому что на промышленных объектах имеются склады с хранящимися различными химикатами, даже сельскохозяйственные удобрения, склады ядохимикатов при разрушении становятся колоссальная проблема для окружающей среды, потому что это все смывается реками, ручьями, значит, в море или в крупные речные бассейны, где происходят, естественно, серьезнейшие последствия. Поэтому на самом деле даже локальная война имеет очень серьезные последствия для окружающей среды и очень сильно влияет на экологию. Очень часто мы являемся свидетелями того, как особенно в весенний период у нас выпадают так называемые грязные дожди. Ну, это, по сути дела, так сказать, перенос ветрами, значит, пыльных бурь, которые формируются над Северной Африкой, над Ближним Востоком. Поэтому, если представить, что этот перенос занимает очень короткое время, то атмосферные, значит, массы, которые несут поднятые вверх загрязнения, они очень быстро достигают нашей территории. И поэтому использование там, химических средств, боеголовок, например, с урановыми наконечниками, которые делают их для того, значит, более тяжелыми и предназначены для прибивания там, брони. Все это вполне возможно, что в случае, так сказать, применения каких-то вещей опасных, они могут оказаться и на нашей территории, тем более, что это не так далеко на самом деле. В Абхазии регистрировались птицы во время войны в заливе, которые были вымазаны, испачканы нефтью, потому что удары, которые наносились по нефтяным объектам, разливы нефти в заливе, они привели к тому, что, значит, даже мигрирующие птицы оказались выжившие и могли, так сказать, добираться до очень дальних мест, неся на себе отметку этой войны. По объемам, значит, вложений, материальных вложений, биологические исследования до сих пор занимают лидирующее положение в мире. С ними даже не сравнится ни ядерные исследования, ни физика, а биология действительно является той наукой, в которую сегодня в мире вкладываются колоссальные ресурсы. И главная причина этого, она не всегда, конечно, приятная, потому что речь-то идет большей частью о исследованиях, которые имеют двойной характер. То есть это возможность использования биологического оружия в противостоянии, глобальном противостоянии цивилизаций. И, конечно, здесь появляются самые разные, значит, конспирологические идеи, теории, но вот то, что было упомянуто, вирус Зика, значит, другие опасные заболевания, которые, так сказать, кочуют и распространяются по земле, там тот же вирус Эбола. Это все, собственно говоря, хорошо известные, но всегда находившиеся в локальном пространстве заболеваний. Использование подобного рода вещей, они всегда, так сказать, как бы палка о двух концах, очень трудно себе представить, где и как все это отзовется, поэтому вряд ли кто-то сегодня в мире, значит, затеет подобного рода, так сказать, эксперименты с подобного рода там болезнями. Главной причиной распространения этих опасных заболеваний, конечно, является глобализация. Глобализация – процесс, который фактически сузил планетарный масштаб до размеров
небольшой деревни. То есть все, что сегодня происходит на противоположной стороне планеты, становится через буквально, даже условно говоря, секунды, становится известным, значит, во всем мире. Изменения климата, которые сегодня происходят на планете, они сместили ареалы очень многих животных, которые раньше были, так сказать, смещены на юг, например, там африканская чума свиней. То есть таким образом получилось так, что сначала из-за изменения климата в Абхазии может появиться там переносчик заболевания, а потом через некоторое время кто-то их привез, значит, в своем теле, в своей крови, значит, болезнетворное начало, которое оказалось подхвачено, значит, переносчиками. Поэтому в принципе, сегодня наш мир, он живет так, он никто ни от чего не застрахован. Главной ценностью в подобных обстоятельствах, конечно, является знание. Каждый человек, значит, становится более защищенным в том случае, если он вооружен знанием. Знание – это то, что может сохранить и человека, и общество. Мне в определенном смысле повезло, благодаря моим друзьям, коллегам, я сумел увидеть очень много уголков планеты. Это и Бразилия, и очень мало посещаемые гигантские бразильские болота, такие как Пантанал, это и Галапагосские острова, и костариканские национальные парки, и известнейшие национальные парки Африки, там острова в Индийском океане. И, то есть, не говоря уже, так сказать, об Европе, мы носители уникальнейшего богатства, равного которому на Земле нет ни одного народа. Если учесть, так сказать, наш размер, нашу численность, это совершеннейшее богатство, уникальнейшее богатство. И от того, как мы к нему будем относиться, будет зависеть наше будущее. У нас есть уникальная среда, которую мы должны сохранять до последнего, не обращая внимания ни на что. Иначе наступит коллапс. Мы носители, значит, чистейших водных ресурсов пресной воды, с которыми никто не может сравниться. У нас есть уникальные лесные массивы, которые покрывают наши леса. У нас уникальное биологическое разнообразие. Совершенно ни с чем не сравнимые карстовые гидросистемы, величайшие карстовые гидросистемы мира. У нас есть до сих пор даже несравнимые с размерами рыбные ресурсы. Для других стран они недоступны в таких объемах, в таком маленьком пространстве. Поэтому главнейшая задача является понимание того, как нам использовать эти ресурсы, обеспечив развитие нашего народа, его экономическое благополучие и возможность строить будущее на основе самого, что ни на есть, рационального, рачительного использования тех ресурсов, которыми мы располагаем. И если мы какие-то ценности перевернем таким образом, что ценность той природной среды, которой мы владеем, окажется на самой нижней ступени, то нас действительно будут ожидать катастрофические последствия. Мир действительно находится в очень сложных отношениях. И трудно себе представить, как он будет выбираться из этого состояния. Даже невозможно это спрогнозировать сегодня, и это никто за это взяться не может.
меня можно вывести совершенно спокойно из равновесия. Это, так сказать, лучше не экспериментировать с этим. Но на самом деле, конечно, каждому человеку как бы свойственно свой определенный психотип. Стараюсь всегда происходящие события осмысливать. И это, кстати, очень помогает. Когда ты пытаешься понять происходящее, с чем оно связано, откуда оно берется, каковы могут быть его последствия, какова твоя роль в этом, как ты можешь повлиять на этот процесс. Сам факт уже, так сказать, обдумывания этого, оно успокаивает и дает, во всяком случае, представить себе, так сказать, место этого явления в неком, так сказать, глобальном контексте. Мыслить всегда надо глобально, а вот действовать всегда приходится локально, потому что у человека не так много сил и возможностей, и когда он может что-то сделать, он должен приложить это в совершенно конкретное локальное место для того, чтобы произошли какие-то изменения. Человеческое сознание, оно уже удивительно. Удивительно тем, что человек оборачивает внутрь себя Вселенную, и она отражена в нем. Это своего рода модель Вселенной, которая существует в самом человеке. И внутри этой модели Вселенной находится модель самого себя. И человек существует в этом мире, постоянно моделируя окружающий мир. И в эту модель вписан он сам и его место, как он перемещается, каковы могут быть перспективы, каково будущее. Мозг — единственный орган, который способен давать ответы на вопрос, что с нами произойдет при каждом варианте развития событий.